Добрый день, уважаемые коллеги, участники проектных сессий. Я хочу напомнить, что после погружения в проектный дизайн, после стратегической сессии, вы теперь принимаете участие уже в проектных сессиях. Сейчас параллельно идут 4 проектных сессии. Я очень рада, что важная проектная сессия для системы среднего профессионального образования сегодня будет с участием Ларисы Васильевны Волощук, директора Сыктывкарского политехнического техникума. Лариса Васильевна, вы с нами на связи. Мы просим вас подключиться. Идет онлайн-трансляция нашей проектной сессии. Коллеги подключаются через 2 формы, и через наш сайт, и через профми. Поэтому, Лариса Васильевна, с вами сегодня молодые педагоги среднего профессионального образования. Коллеги, данная запись будет сохранена, и в офлайн-режиме вы можете ее в дальнейшем еще рассмотреть как инструмент для профессионального развития. Лариса Васильевна, ваша тема «Движение молодые профессионалы как эффективный инструмент оценки качества среднего профессионального образования в Республике Коми». Лариса Васильевна, вам слово. Вас хорошо видно и слышно. Молодые педагоги работают вместе с вами. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Галина Владимировна, большое спасибо, что вы меня уже второй раз приглашаете на такое интересное и ответственное мероприятие. Действительно, хочу сказать, что молодым педагогам, конечно, нужно общаться, нужно встречаться, рассуждать, обозначивать свои проблемы и находить определенные пути их решения. Сегодня я бы хотела рассказать о таком интересном движении, как молодые профессионалы, именно в нашей республике. Каких результатов мы уже добились, какие планы мы ставим перед собой, и насколько это движение является важным в системе среднего профессионального образования. Перед вами на слайде представлена система мероприятий, направленных на развитие движения «Молодые профессионалы» в Республике Коми. Наша республика, начиная с 2015 года, является активным участником этого движения, и все мероприятия выстраиваются по следующим направлениям. Скажем так, я укрупнила их, но ряд направлений я бы хотела проговорить непосредственно уже по завершении нашей встречи. Основные направления деятельности нашей республики в движении WorldSkills – это, конечно, вопросы по взаимодействию с агентством развития профессиональных сообществ, это модернизация системы профессионального образования в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Это мероприятие по формированию экспертного сообщества движения «Молодые профессионалы». Безусловно, это мероприятие по организации и проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в нашей республике, а также подготовка и участие наших студентов в мероприятиях отборочных соревнований и финале национального чемпионата. Безусловно, не забываем о том, что нужно, конечно, проговаривать эти мероприятия, поэтому существуют определенные требования и к рекламной кампании, к информированию и педагогического сообщества, и вообще населения нашей республики о мероприятии в рамках движения «Молодые профессионалы». Ну, давайте напомню, что в 2015 году, в сентябре 2015 года, приказом Министерства образования Республики Коми на базе Сыктывкарского политехнического техникума был создан региональный координационный центр, и в 2016 году была разработана дорожная карта по реализации
проектов и программ движения «Молодые профессионалы» на территории Республики Коми. Хотелось бы остановиться по каждому из направлений деятельности как регионального координационного центра, так и вообще каких результатов и успехов добивается наша республика, участвуя в этом важном и интересном проекте. Вот по мероприятиям, направленным на модернизацию системы профессионального образования в соответствии с лучшими стандартами, нужно отметить, что это, безусловно, государственная итоговая аттестация, либо промежуточная аттестация наших выпускников. И я думаю, что наши молодые профессионалы, я имею в виду наших молодых педагогов, бесспорно знают о том, чтобы провести такое важное мероприятие, как государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, первым этапом является это создание центров демонстрационного экзамена. Это достаточно серьезный, большой и объемный труд, направленный как на укрепление материально-технической базы и соответствие этой материально-технической базы требованиям международных стандартов, так и повышение квалификации и обучения педагогических работников, экспертов, которые впоследствии принимают эту государственную итоговую аттестацию либо промежуточную итоговую аттестацию. Вот на сегодняшний день, это на июнь 2020 года, в республике создано уже 15 центров проведения демонстрационного экзамена. Центры созданы на площадках Сыктывкарского политехнического техникума, Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, Сыктывкарский автомеханический техникум, Воркутинский педагогический колледж, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова, Микунский железнодорожный техникум, Сыктывкарский индустриальный колледж. И хочу добавить, что вот в эту, скажем так, группу, кроме государственных профессиональных образовательных учреждений, входит и наш государственный университет имени Петерима Сорокина, где тоже созданы центры демонстрационного экзамена для проведения государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации по IT-направлениям. Действительно, есть определенная динамика. Если центры проведения демонстрационного экзамена самые, ну, скажем так, первые были еще в 2018 году, это были буквально единицы, то вот в 2020 году вы видите, что на базе учреждений среднего профессионального образования их уже 15. Поскольку мы говорим о демонстрационном экзамене, коллеги, я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что демонстрационный экзамен – это действительно та форма объективная, это форма проведения государственной итоговой аттестации, где как студент может показать все свои знания и умения на уровне мировых стандартов, так мы можем говорить и о том педагогическом сообществе, которое оценивает эту государственную итоговую аттестацию. Мы прекрасно с вами знаем, что экспертами государственной итоговой аттестации в форме демо-экзамена становятся педагогические работники, которые получили сертификат. То есть это обученные педагогические работники. Это могут быть работники предприятий наших индустриальных партнеров, но тем не менее они тоже получают сертификат эксперта демонстрационного экзамена, потому что это действительно большая ответственность и достаточно высокую компетентность нужно показывать при оценке таких мероприятий.
Начиная с 2018 года наша республика участвует в государственной итоговой аттестации. Хочется отметить, что в 2018 году в Северо-Западном федеральном округе только 2 образовательные организации участвовали в процедуре ГИА, и вот Республика Коми вошла вот в это число. Также наш субъект участвует в проведении демонстрационного экзамена по заявке, то есть это в рамках промежуточной аттестации по определенным модулям, профессиям. Вот. И если в 2018 году у нас всего было участников 84, и вы видите, что 4 образовательные организации участвовали в проведении демонстрационного экзамена по 3 компетенциям, то уже в 2019 году эта цифра глобально выросла, я бы так сказала. Это уже 239 участников прошли процедуру демонстрационного экзамена. По окончании участники получают паспорт Skills, где действительно отмечаются те результаты и показатели по каждому из выполненных модулей, выполненных направлений. Расширяется перечень образовательных организаций, которые участвуют в процедуре демонстрационного экзамена, и также перечень компетенций увеличивается. На 2020 год у нас было заявлено 614 участников демонстрационного экзамена, из них по заявке 347 и в рамках государственной итоговой аттестации 271. Но, к сожалению, новая коронавирусная инфекция внесла коррективы в наши планы. Но, тем не менее, нужно сказать, что мы кардинально их не изменили. То есть республика все равно будет участвовать в 2020 году в демонстрационном экзамене, но это уже будет в рамках промежуточной аттестации. Ряд образовательных организаций, по которым были разработаны дистанционные формы проведения государственной итоговой аттестации в форме демо-экзамена, это в основном наши педагогические специальности, они смогли поучаствовать в государственной итоговой аттестации в форме демо-экзамена. То есть мы те обязательства, которые берем на себя, и мы понимаем, что действительно демонстрационный экзамен – это одна из объективных форм оценки деятельности коллектива, оценки подготовки уровня и качества наших выпускников. Поэтому эту процедуру мы будем продолжать, потому что это дает нам возможность себя оценить и выстроить определенные планы на будущее. По итогам аттестации студентов, вот я взяла за 2019 год по последним вот результатам, можно увидеть, что как государственная итоговая аттестация, так и промежуточная аттестация нашими студентами выполнена на достаточно высоком уровне. То есть студенты владеют федеральным государственным образовательным стандартом и показывают достаточно высокий уровень сдачи демонстрационного экзамена. Также одно из направлений деятельности движения «Молодые профессионалы» – это создание мастерских по стандартам WorldSkills. Я думаю, что, коллеги, вы знаете, что существует федеральный проект «Молодые профессионалы», и в рамках этого федерального проекта создаются
мастерские в соответствии со стандартами WorldSkills. Это как раз мастерские, которые становятся потом и центрами демонстрационного экзамена по ряду направлений. И вот уже в 2020 году нужно отметить, что ряд наших образовательных организаций, хотя, в принципе, этот проект не так давно действует, уже мастерские созданы. Это Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж. На базе Сыктывкарского медицинского колледжа созданы мастерские по стандартам WorldSkills. На базе Воркутинского политехнического техникума. На базе Федерального государственного университета, Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина тоже создано 5 мастерских. И на заключительный этап уже выходит Сыктывкарский политехнический техникум. Мы в 2020 году выиграли грант, и вот как раз сейчас занимаемся тем, что создаем эти мастерские. На что направлены эти новые современные места? Безусловно, это обучение студентов, но это обучение студентов не только той образовательной организации, конечно, которая выиграла грант, но и привлечение всего сообщества. Это работа со школьниками на базе тоже созданных современных мастерских. Это, безусловно, работа и со старшим поколением. Значит, мы говорим сейчас о программах профессионального обучения, дополнительного образования. Также мастерские направлены и на повышение квалификации педагогических работников. То есть предполагается, что созданные мастерские будут неким таким агрегатором развития среднего профессионального образования. И действительно интересной такой площадкой, где будут рождаться как научные идеи, такие творческие, практические, и действительно смогут развивать потенциал нашей республики. На сегодняшний день, да, то есть на июнь 2020 года, мы можем говорить о том, что 529 педагогов нашей республики прошли повышение квалификации на площадке Академии WorldSkills. То есть 529 педагогов – это достаточно серьезная цифра для системы среднего профессионального образования Республики Коми. Это действительно уже сформированное экспертное сообщество. То есть 70 человек прошли повышение квалификации, 109 получили свидетельство главного эксперта регионального чемпионата. И свидетельство на право проведения демонстрационного экзамена имеет у нас 350 человек. То есть достаточно интересные, серьезные цифры. Конечно, хочется отдельно остановиться на таком интересном и масштабном мероприятии, как региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Когда мы первый раз проводили в нашей республике чемпионат «Молодые профессионалы», это был 2016 год, на базе Сыктывкарского торгово-технологического техникума стартовал чемпионат по одной компетенции, кондитерское дело, но тем не менее это было замечательное, грандиозное мероприятие, которое стало вот таким ключевым и явилось толчком для того, чтобы расширять наши профессии, наши направления и действительно привлекать все больше студентов. Если мы говорим
уже о 2020 году, то вы видите, какая глобальная разница между первым чемпионатом, где у нас было всего 7 конкурсантов, и в 2020 году, когда это был уже пятый чемпионат, у нас было 255 участников. Мы расширяем и перечень компетенций. То есть, как я уже сказала, начинался чемпионат с одной компетенции, а это был первый чемпионат. А пятый чемпионат включал уже 29 компетенций основной группы и навыки мудрых и 6 компетенций юниоров. То есть расширилась линейка, кроме основной группы, появилась линейка навыки мудрых, это старшее поколение, и линейка юниоров. Уверена, что и 6-й чемпионат мы проведем на достойном уровне, постараемся привлечь еще больше участников, наших студентов учреждений среднего профессионального образования и расширить спектр компетенций для того, чтобы наши студенты могли показать свои умения и навыки. Как вы знаете, после участия в региональных чемпионатах победителю дается возможность проявить свои знания, показать свой профессионализм на отборочных соревнованиях для последующего участия в финале национального чемпионата WorldSkills. В 2017 году 3 наши компетенции участвовали в отборочных соревнованиях. Могу сказать, что, естественно, это достаточно сложно и достаточно тяжело, очень высокая конкуренция, потому что практически каждый субъект нашей большой страны отправляет своего победителя на отборочный этап. Вот. И, конечно, все стараются выложиться по максимуму. В 2017 году наши студенты Республики Коми не участвовали в финале национального чемпионата. Тем, наверное, больше хотелось поучаствовать на следующий год. В 2018 году уже 14 компетенций у нас участвовали в отборочных соревнованиях, и 2 студента участвовали в финале национального чемпионата. Это поварское дело, Печорский промышленно экономический техникум, и эстетическая косметология, Сыктывкарский колледж сервиса и связи. В медальном зачете результатов у нас тогда не было, но, тем не менее, мероприятие проходило вообще на Сахалине, и наши студенты приехали под большим впечатлением, постарались достойно представить нашу республику. И действительно, можно было уже планировать и подготовку к дальнейшему чемпионату, учесть какие-то ошибки, развивать те положительные моменты, которые были достигнуты. В 2019 году мы проводили 4-й чемпионат, и 23 участника по 23 компетенциям, это победители нашего регионального чемпионата, они участвовали в отборочных соревнованиях. 3 студента, даже 4 студента, это парикмахерское искусство, Сыктывкарский политехнический техникум, кузовной ремонт, Сыктывкарский политехнический техникум, обслуживание грузовой техники, Сыктывкарский автомеханический техникум и хлебопечение, Воркутинский политехнический техникум. Вот 4 компетенции, 4 студента участвовали в финале национального чемпионата, где студентка в компетенции парикмахерское искусство получила медальон за профессионализм. По результатам
прошедшего 5-го чемпионата запланировано участие в отборочных соревнованиях по 7 компетенциям и участие в финале по 11 компетенциям. Но хочется здесь немножко пояснить, что в силу вот этой новой коронавирусной инфекции по ряду компетенций уже не будет отборочных чемпионатов, поэтому вы увидели, что это только 7 компетенций. И ряд чемпионатов становится сразу же национальным. Вот это такие планы на 2020 год. Отборочные соревнования пройдут в августе месяце, в начале августа, в первой половине. И финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» тоже запланирован на первую половину, но уже сентября. Поэтому остается не так много времени, но тем не менее есть еще летние месяцы, когда наши студенты вместе с педагогическими работниками могут подготовиться и постараться достойно представить нашу республику на финале национального чемпионата. Безусловно, хочется отметить и помощь наших индустриальных партнеров, наших социальных партнеров. Это различные организации, ведомства, предприятия. Боюсь, что не смогу перечислить всех, только потому что вот и на слайд невозможно их поместить. Но это больше 200 предприятий, которые на протяжении 5 лет помогают нашим учреждениям профессионального образования на достойном уровне организовывать чемпионатные площадки, помогают в организации как торжественных церемоний открытия-закрытия. Безусловно, организуют торжественное награждение наших победителей. И с каждым годом мы видим, насколько популярным становится это движение и насколько наши бизнес-партнеры становятся заинтересованными. Ведь в рамках чемпионатных мероприятий проводится действительно ряд мероприятий, направленных на укрепление взаимосвязей с нашими бизнес-партнерами. Представители организаций, предприятий могут поприсутствовать на площадке, посмотреть действительно, насколько интересные и сложные работы выполняют студенты среднего профессионального образования. И уже по завершении чемпионатных мероприятий, но на стадии обучения, мы видим, что заключаются договора о целевом обучении, предлагаются места прохождения практик с последующим трудоустройством. И в дальнейшем мы также будем продолжать выстраивать вот эту четкую линию взаимосвязи работодателей и учреждений среднего профессионального образования. Безусловно, говорим им большое спасибо. Также хочется отметить, что вся информация о чемпионатных мероприятиях, о планируемых мероприятиях, новости, они располагаются на сайте Сыктывкарского политехнического техникума в разделе регионального координационного центра. Также немножечко хочу затронуть такое интересное направление, которое тоже идет в рамках национального проекта «Молодые профессионалы», идет под эгидой Союза «Молодые профессионалы», Агентства стратегических инициатив. Это проект ранней профориентации «Билет в будущее». В этом году республика
уже второй раз будет участвовать в этом достаточно масштабном мероприятии. На территории нашей республики в каждом муниципалитете, где есть учреждение среднего профессионального образования, созданы площадки для проведения профессиональных проб, и школьники могут выбирать для себя интересные для них направления этой профессии и формы. В этом году предлагается онлайн форма проведения проб и очные формы. То есть это тоже достаточно серьезный, интересный проект, где наши школьники могут познакомиться как с мастерскими и могут попробовать себя в выполнении практических мероприятий. Вы знаете, когда этот первый опыт мы анализировали, проводили опросы со школьниками, пришли к очень интересным выводам. Были такие случаи, когда ребенок планировал поступать на одну профессию, ему казалось, что вот это интересно, и он в этом себя видит. А после того, как он проучаствовал, попробовал и выполнил ряд профессиональных проб, то ориентиры поменялись. И школьники успешно поступают в учреждения профессионального образования и дальше развивают в себе вот этот интерес. Как раз повышается мотивация. Поэтому это тоже очень важный для системы среднего профессионального образования проект. Компетентным сообществом разработаны профессиональные пробы, материал этих профессиональных проб. Проводить в очном режиме будут проводить эти пробы педагоги, тоже имеющие статус экспертов и прошедшие обучение. И старт этого мероприятия в этом году в республике, он запланирован уже на июль месяц. Подписано соглашение между Республикой Коми и Агентством стратегических инициатив Союзом WorldSkills Россия, региональным оператором назначен Сыктывкарский политехнический техникум. Предлагаю нашим молодым педагогам активно включаться уже и в летние месяцы в эту кампанию, но и дальше развивать движение WorldSkills, повышать свой профессионализм и совместно с нашими студентами участвовать в различных мероприятиях движения WorldSkills. И, уважаемые коллеги, хотела показать действительно, как много различных информационных ресурсов, и действительно есть возможность рассказывать о тех мероприятиях, которые проходят в республике по направлению WorldSkills. Ссылок достаточно много. А также хочется мне показать небольшую презентацию. Она была доступна на чемпионате. Мы ее использовали, эту презентацию, этот видеоролик на открытии чемпионата. Вот загружаю. Давайте немножечко, коллеги, вспомним, окунемся в эту атмосферу соревнований, в эту атмосферу профессионализма, эту атмосферу общения и действительно дальнейшего развития.
спич. Вы хотите что-нибудь сказать сейчас? Я не могу. И этого достаточно, друзья. Просто поаплодируйте от всей души. Это в финале. После оглашения результатов можно позволить себе не скрывать эмоции и быть абсолютно счастливым, когда все этапы соревнования, а значит и проверка собственных возможностей, позади. 22 августа в Казани стартовал мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills 2019. Казань-арена – один из самых вместительных стадионов России. Именно здесь проходят церемонии открытия и закрытия чемпионата WorldSkills 2019. Предыдущие соревнования были 2 года назад в Абу-Даби, но Казань превзошла по всем показателям. Больше на 4 страны-участницы, зрителей на 100 тысяч человек, а сама площадка проведения масштабнее на 60 тысяч квадратных метров. Движение WorldSkills зародилось в Испании в 1947 году, когда мир оправлялся после Второй мировой и катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились как раз-таки с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с общемировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. За полувековую историю к движению присоединились 80 стран, где регулярно проводятся чемпионаты от вузовских до мировых. В Россию помериться силами съехались более 1300 конкурсантов, молодые и талантливые в самых разных сферах, от изготовления столярных изделий до флористики, от ремонта кузова и обслуживания систем безопасности автомобиля до кулинарии. Эксперты отмечают, интерес к рабочим специальностям в последнее время, что отрадно, только растет. В этом году по итогам приемной кампании, например, в Коме свыше 12,5 тысяч заявлений поступило на 4700 бюджетных мест. Получается, по статистике, у каждого поступающего по 2 конкурента. Очень востребованы в этом году профессии медицинского направления, педагогического, парикмахерское искусство, автомеханики будущее, сварщики. Хотелось бы, чтобы был такой же интерес у ребят по мастерам жилищно-коммунального хозяйства, потому что все-таки это профессия перспективная. Ну, а если говорить, например, по медикам, то у нас по 10 заявлений на одно бюджетное место. Конкурс в этом году, ажиотаж большой, выше даже, чем на конкурс наших вузы. Из Коми к месту проведения мирового чемпионата WorldSkills в Татарстан отправились 33 студента и школьника. Собрали самых активных из Сыктывкара, Инты, Воркуты, Усинска, Печоры, Сосногорска, Карткеровского и Усть-Вымского районов. Увы, они не прошли отбор в национальную сборную, но все впереди. Сегодня они зрители и группа поддержки. Приехали, чтобы вдохновиться и перенять опыт у лучших со всего света. Это превзошло наши ожидания, потому что столько много сфер задействовано в этом мероприятии, и столько много стран участвует, и можно за всеми посмотреть, понаблюдать, и это очень круто. Да, это на самом деле очень интересно, потому что это все в одной площадке, можно увидеть так много людей и как они работают. Кстати, региональный этап чемпионата проходил в Коме в феврале. Давайте вспомним, как это было. 226 экспертов, 198 участников, 23 компетенции и всего неделя, чтобы определить в каждой из них лучшего специалиста рабочей профессии. Соревнования для 3 возрастных категорий: студентов среднего профобразования в возрасте от 16 до 22 лет, школьников до 16 лет и специалистов-профессионалов 50+. После прохождения конкурсного этапа впечатлениями с нами поделилась медсестра Вера Ивановна Зверева. В
квартире, по легенде, ее ждал пожилой пациент с ушибом руки. Упал из-за сильных головокружений. Сел, повернулся на корточки и пополз на корточках к дивану. И потихонечку он сел. Вот научили его правильно падать. Если он чувствует уже головокружение, значит, надо как правильно себя вести. Ну и еще проблема у него, значит, слабость в руке левой после инсульта. И здесь мы тоже объясняем. Надо заниматься гимнастикой, разрабатывать руку. И, значит, и массаж немножко делать. В медицине Вера Ивановна больше 40 лет. Сначала был дом престарелых, теперь госпиталь для ветеранов. Там проводит лечебную физкультуру и делает массаж пациентам. Таких же преданных делу медсестер на конкурсе немало. Эти мудрые женщины доказывают, человек из сферы медицины развивается, обучается и совершенствуется постоянно, несмотря на возраст. Чтобы сломать стереотип, что человек в возрасте не так умен, не так конкурентоспособен, а именно здесь они могут показать, что они действительно востребованы на рынке труда. Уважаемая Лариса Васильевна, уважаемые коллеги, мы очень рады за столь интересное, важное. А для молодых специалистов это возможность проверить себя и самоопределиться. Можно только представить, какое волнение испытывают. Среднего профессионального образования, она находится в постоянном развитии, и те профессиональные услуги, о которых вы говорили, они, конечно, важны для молодых педагогов. Лариса Васильевна, я знаю, что ваши контакты, они в презентации обозначены, поэтому, уважаемые коллеги, по всем вопросам, которые касаются профессионального развития в системе среднего профессионального образования, и, конечно же, прежде всего, если мы говорим о WorldSkills, как сегодня инструменте эффективного сопровождения всей системы СПО, коллеги, Лариса Васильевна – это не только идеолог данной системы, это действительно тот практик, который эту систему на уровне республики выстроил и создал сетевое взаимодействие с индустриальными партнерами. Поэтому, уважаемые коллеги, я предполагаю, что Лариса Васильевна никогда не откажет в поддержке и формах наставничества именно для вас, уважаемые коллеги, участники хакатона. Лариса Васильевна, еще раз благодарю вас. Слова благодарности от нашего института, от всех коллег, которые принимают с нами участие в столь важном мероприятии. Спасибо, вам большое коллеги. спасибо. Всем удачи. Спасибо, Лариса Васильевна. Да, мы будем продолжать, уважаемые коллеги. Завершается у нас проектная сессия по WorldSkills, и параллельно закрываются у нас другие площадки. И через буквально минуточку, коллеги, вы подключаетесь уже к воркшопам и мастер-классам. Поэтому, уважаемые коллеги, ждем вас на мастер-классах и воркшопах. Лариса Васильевна, всего доброго, до новых встреч. Спасибо.